Субханаллах ва бихамдихи, субханаллахул азим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала все могущему, все знающему Аллаху. Истинно мы, рабы, поклоняемся Аллаху и просим помощь, спасения у Аллаха. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах. Аллахумма амин. Дорогие мои братья и сестры, Азербайджан часто говорит, что я провокатор. Сегодня я хочу поднять вопрос о провокаторе. Столько времени, когда я находился даже в 12 тюрьмах в Азербайджане, Габустанском тюрьме, не было такого дня, что радио не говорил против армян, против всех. Каждый день с утра до вечера против армян, против лезгин, против всех, против России, против всех, короче. Вот я думал, в это время, когда я находился в тюрьме, неужели это азербайджанский народ почти зомбирован полностью, как зомби? Все время в мозгах армяне, Карабах, безземье, Дербент безземье, Россия безземье, все безземье, короче. Поэтому они не видят, да, вот сколько лет существует этот Азербайджан, начиная с 1936 года. И сколько лезгинов, не скажу я даже, армяне, начали убивать. Начиная с 1918 года, как они сделали революцию и начали убивать только лезгины. В первую очередь, ни чеченцев, ни Дагестане, никого, только лезгинов. Почему именно они ввели вот эту ситуацию на Кавказе, за Кавказе, чтобы уничтожать лезгинский народ? Потому что лезгинский народ прочно держал за Корана столько веков. Поэтому лезгинский народ всегда шейхи распространяли религию Аллаха по всему Кавказу, везде. И много у нас были ученые, знающие, алимы, мудрые люди. Тяжело было Ататурку что-то делать на Кавказе, коммунистам что-то делать на Кавказе. Они создали изнутри, начал сын против отца настраивать, брат против брата, понимаешь? Подняли вопрос богатые и бедные, короче. С этой точки зрения они ослабили, начал убивать всех верующих подряд, создали. И в этот момент Ататюрк послал свои войска на Кавказ. Коммунисты 26 бакинских комиссаров послали. Вот они создали вот эту смуту на Кавказе, убивать наш народ. Это они считаются не смута. Это они считают Азербайджанская республика, да, они должен был уничтожена. И на этом месте мы должен был создать Азербайджанская республика. Вот их цель. А сегодня, когда я поднимаю всю правду, которая была на нашем земле, годами уничтожен наш народ, они говорят, я провокатор. А против армян, когда говорит, против лезгин говорит, они это все считают, что не провокации, не провокаторы, короче. Поэтому в сегодняшний день, прежде чем на мой адрес что-то говорить, что я провокатор или смуту создаю, вы знаете, азербайджанские правительственные люди, спецслужбы, от вас сильно воняет на Кавказе, за Кавказе. Вам говорит, что вы на Кавказе не коренные народы.
Вы пришлые. Вы говорите, Дербентский крепость мы, азербайджанцы, строили. Вот вы там воевали монголами или мы, лезгины? Кто воевал? Есть у вас доказательства, что азербайджанцы уничтожали монголов на нашем земле? Или лезгины воевали с монголами? У вас, если есть доказательства, что в Дербентской крепости вы встречали монголов, и монголы не смог захватить эту Дербентскую крепость, было уничтожено многих монголов, и они обратно ушли. Вот так же даже Тимурлан не смог захватить Дербент. Также ушли, многие ушли, многих было уничтожено. Поэтому почему вы это доказательство, вот это не понимаете? Это все факты. Это все факты, то, что мы говорим. Поэтому то, что вы называете «я провокатор», вы намного ошибаетесь. Я вот считаю вас больными людьми, короче. В то время вы больные, постоянно, начиная Дербент без земли, Иран без земли, Кавказ без земли, вы уже больные. Вы сами создаете вот эту смуту, провоцирует просто наш народ. Мы сегодняшний день все поняли, что от вас исходит зло полностью, потому что вы положили глаз на наши земли. Вы специально ассимилируете лезгинский народ, чтобы они забыли свой родной язык, чтобы вас было побольше на нашем земле. Понимаешь, нам не нужен Азербайджан. Азербайджан не входит в никакую рамку, чтобы мы жили под этого заразного республики. Поэтому вы себя поправьте немножко, прежде чем мне на мой адрес что-то говорить. Я не провокатор, я служу Аллаху, говорю правду. А почему вы эту правду не хотите принимать? Вот с кем воевал Чингисхан на Кавказе, его армия, с кем воевал? С Азербайджаном или лезгинами? Поэтому Надир Шах с кем воевал, Каджар Шах с кем воевал, Джуней Шах с кем воевал, турки, сельджуки с кем воевали, османы с кем воевали. Все это вы сперва извещиваете, там хоть были азербайджанцы, понимаешь, азербайджанцы не был даже в утробе дьявола, в утробе даже не было это государство. Вы же говорите, что Азербайджан был создан еще во время динозавров, короче. Азазил, такой джин был, короче, говорят, от него произошли все. Понимаешь, вы так еще в тюрьмах мне сказки рассказывали. Азербайджан. В 1936 году Сталину в голову пришел мысль собрать всех народностей, из всех народностей сделать Азербайджан под себя. Вы же, когда Брежнев приезжали в Баку, вы зимой, дети в одном фартуке вы на морозы вставляли, приветствовать Брежневу. Понимаешь, Гайдар Алиев настолько коварный человек был, даже он не жалел детей, короче, на морозы, на холоде приветствовал Брежневу. А для чего эта церемония нужен был тогда? Потому что, чтобы вас побольше любили, расширили. Понимаешь, не зря же говорит Гайдар Алиев, если на Луне рынок был бы, там тоже был бы азербайджанцы.
Да, действительно, у вас эта профессия есть. Перехитрить, обмануть, как-то свой товар продавать. Но у лезгинов такие хитрости нету. Они не умеют. Потому что мы можем воевать только. Мы любим войну на пути Аллаха. Это священное дело. Понимаешь, без войны это не лезгин. Тупеют они. Как кинжал острый, как делать, для чего это острый делать, что-то резать. Вот лезгин тоже должен постоянно получить дават худбы, боевой дух, чтобы поднять у этого народа. Этого народ всегда веками, если кинжал вытащил, обратно его засунуть туда, грех считался. Раз его вытащил, он должен был делать. Если он обратно сунул, его мужчиной не считали. Вот такие законы шариатские у нас были. А вы где были тогда? Вы же Иран тоже пришел вместе с Чингисханом, захватили там территорию, забрали все, размножались и стали вы сегодня общие азербайджанцы. Понимаешь? Ну, нельзя же, если это мы коренные народы, которые веками жили до вас и живем. Раз вы пришли там в 13 веке, 14, 18, 17 веке, это не означает, что это земли ваши. Много раз приходили, глаз положить на эти земли. Всех мы уничтожали, наши предки. Вот сегодня такой же республика вы для нас. Бессовестная республика. Но рано-поздно лезгин должен встать, уничтожить Азербайджан с лица земли, освободить эти земли. Вот к этому мы идем сейчас. Вы же сами идете против нас на нашем земле. Вы же нам запретили наш родной язык в школах. Вы же нам запретили радио, журналы, газеты. Для чего вы запретили? Чтобы мы мучились, чтобы мы исчезли. Вы считаете, что мы не народ, не люди? У нас нет права жить на этом подсолнце, в этом мире. Почему вы так считаете, что мы не люди? Почему вы запрещаете людям, кто там газеты раздал, взяли его на 12 лет посадили? Кто свою историю хочет учить, вы их сажаете. Кто на футболке там флаг лезгинский повесил, нарисовал, вы его посадили. От вас мерзости полностью исходит на адрес лезгинского народа. И вы мне говорите, что я поднимаю национальные вопросы. Это национальный вопрос для народа моего, это их жизнь. А вы у них жизнь отбираете. Я обязан сделать их внутренние национальные семьи прочные, родственные связи прочные, хозяйство прочные, все должен, я обязан, эта сторона им учить, а не оставить перед вашей республикой, чтобы лезгинский народ был слепой, тупой. Понимаешь? Вам же нравится обмануть лезгин, там какой-то Магомад, аман, сердце матери вытащили, а потом она замуж не вышла, короче, и плачет все. А вы хотите, наш народ тоже так плакали. Бессовестные песни поете, и вы все под это находитесь. Под каблуками этих певиц, которые там, геи, певиц, короче, кого вы слушаете там. Поэтому вы сами и есть провокаторы. Где это ваши блогеры, которые раньше выступали против меня? Почему они исчезли? Или их пожарили, что ли? Или вы посадили? Что они, какие грехи они допустили? Почему вы их с поля зрения убрали всех ваших блогеров? Они мешали, да, вам? Потому что весь мир на вас смеялись. Вы явно хотите из нашей истории
создать себе историю Кавказской Албании. Понимаешь, у вас ничего не получается. На каждом шагу вы становитесь смешным, опозоренным. Потому что Совет Европы, европейские страны, в других мировых странах везде находится история лезгинского народа. Поэтому в Пакистане можешь в медресах спрашивать, кто такие лезгины. Как раз там в медресах, в школах, в Исламабаде, везде изучают историю нашего народа. Какие они были воинственными. Поэтому немножко надо вам разум набрать и посмотреть на мою сторону со справедливым намерением, а не так, как что попало на мой адрес говорит. Я не провокатор, я правду говорю. Если неправда, вот берите, где началось против армян первые события, где Карабаха или Сумгаите? Почему вы не размышляете? Почему из Сумгаита это поднялся? Вот это ЧП. А кому это выгодно было, это армяно-Азербайджан конфликт поднимать? Только Гайдар Алиеву. Почему? Политбюро ЦК КПСС, вы знаете, что такое, да? Вот когда Гайдар Алиев убежал, Нахчеван спрятался, вот это политбюро ЦК КПСС, начиная от Латвии, Эстонии, везде, в Таджикистане начал убивать узбеков, узбеки начали убивать Месхати турков, Казахстан начал убивать чеченко, узен, кавказцев. Азербайджан начал сумгаитские события сделал сразу, армян-Азербайджан конфликт. Прежде чем убивать армянов, я помню даже, вы у всех азербайджанцев собирали оружие. У всех даже охотное оружие, все собирали. Понимаешь, вы такой коварный политика вел на этом земле Азербайджана. У народа собрали у всех даже охотничное оружие, все. А потом вы начали войну это строить. Понимаешь, вы это сами создали. Потом пошел и Карабах события, Арцах, все. И вас до сих пор лет 30-40 постоянно вы зомбируете азербайджанский народ. Даже хоть там азербайджанцы, не знаю, 200-300 тысяч могут быть. Остальное все там разные народности. Я знаю 1,5-2-3 миллиона лезгини из 9 там. Там и турки есть, и персы есть, и таты есть, талыши есть, много народностей. Но азербайджанские народности там, которые, начиная после рождения 1936 года, там кто искренне взял этот искусственный нации, короче, там могут быть 180 тысяч, как они говорят, лезгини, 180 тысяч там. Понимаешь? Вот у нас такой этот есть. А конкретно, если Азербайджан распадутся по национальным вопросам, каждый к своим родственным связям, от Азербайджана ничего не останется. Понимаешь? Вот поэтому ваши грязные дела, которые вы совершаете внутри у себя, короче, она скоро лопнется, и каждый народ от вас отойдут. Все скажут, мы не азербайджанцы. Хаджари скажут, мы хаджари. Почему? Мы с Хаджар-Шахом приходили сюда, на эти земли. Попали мы в плен, жили, живем. Надир Шахом, которые пришли, они скажут, мы попали в плен, остались, жили у лезгинов, как добросовестный народ. Мы помогали им во всех делах. Понимаешь, все народы, кто заходил в Кавказ, многие в плен попадались к нам. Они жили у нас.
Вы же знаете по шариату, по религии Аллаха, как обращались лезгины с военнопленными, со всеми. Вот так же эти люди жили на наших территориях, размножались во время революции. Понимаешь, многие торпеду сделал против наших стариков, старух. И вот так они пришли к власти. А кому-то выгодно к власти лезгинов не пускать. Понимаешь? 83 года, почему они не пускали к власти лезгинские национальности? Почему? Потому что боялись, что опять лезгинские вопросы поднимутся. Как Гайдар Алиев делал в свое время. Всех богатых лезгинов в Дагестане всех убивали, начиная от Наврузова. Вот 3 мафиоз был: Саид Джамалович, Гайдар Алиев, Мухаммад Али. Вот они уничтожали в Дагестане всех, у кого деньги появлялись. Начиная от Сен Байрамова убили, Каспийский, который дома строили. Тут Наврузова убили. Почему? Потому что, чтобы лезгинский народ не финансировался, организация САД, чтобы ни поддержку не делал. И скольких лидеров убили. Все это кто делал? Гайдар Алиев. Через своих клановые системы, через свои мафиозные системы. Все это зараза от вас исходит на нашу сторону, на адрес лезгинского народа. А я, когда сегодня защищаю честь, совесть своего народа, я люблю лезгинский народ, я за них страдал в тюрьмах Азербайджане, я был политзаключенный. Ко мне приезжали из Совета Европы тоже, Андреас Кросс приезжал тоже к нам, американцы приходили, Красный Крест приходили, все приходили, я всем объяснял, что Азербайджан – это заразная республика, искусственная, созданная с коммунистами, созданная еще Ататюрком. Английский агент был он, против Османской империи пошел, революцию сделал, поклонялся англичанам, и до сих пор его люди у вас у власти стоят в Турции. Азербайджан тоже вот поклоняется им, короче. Азербайджан – это не мусульманский, не шиитский, не суннитский, просто тагутский республика. Там нету ахлак, намус. Там есть геи, поет, женщине обтяжки, короче, там попу показывает, смотри, вы мою попу даже не стоит. Другие там свой грудь открывают, показывают. Вот, на, бери, мы поем, вы это не стоит, умри. Понимаешь, весь честь всех мужиков топтал там. Мужики не осталось. Потому что, это, как называют, если мусульмане в такими обтяжке, плавках, песни петь мужикам, это считай, что, блин, куда я попал, короче. Вот Азербайджан строй такой, тагутский. Они все деньги делают, и правительство на них деньги, на вас деньги делает. И всем говорят, спойте там, обманите их, отвлекайте, а деньги давай мой бюджет, короче, грабит вас. Понимаешь, выворачивать, эти куловы выворачивать в ваши карманы. Сейчас Филипп Киркоров тоже к вам туда часто едет. Своей бандой, короче. Поэтому политика Азербайджана – это самая гнилой политика. Она не должна, ошибочная политика. Это Азербайджан сам ошибочно. Не знаю, в каком утробе этот находился, вот эта республика. Но я знаю, что это Сталин, бакинские комиссары, они создали. Дорогие мои братья, прежде чем обзывать меня провокатором,
кем-то там, короче, размышляйте, не говори сразу, что я обманываю. Почему я должен вас обманывать? Ну, я не для этого создан на земле, чтобы вас обманули в чем-то. Я у вас деньги не прошу, у вас пищу не отбираю, я ничего не делаю. Ну, просто вы сами себе зло делаете. Скажи, я вас поддерживаю, азербайджанский народ, я вас поддерживаю. Почему? Потому что я открыто перед вами выступаю. Они миллиарды грабят, Ильхам Алиев и вице-президент вашей. Понимаешь? Миллиарды грабят. Они никогда лопатку не держал, в руке огороде не работал. Миллиарды у них есть, а вы пашете все время огорода, везде, в полях, в поту. У вас 100 рублей, 100 долларов, еле на жизнь. Вы ищачите, понимаешь? Мне вас жалко. Я хочу, чтобы у вас было все. Жили вы достойно, верно, благодарно. И эти деньги, которые вы получаете, идете в тюрьму, там сидят эти барыги, начальники тюрьмы, все барыги, короче, у них в сейфах наркотики. Продает они и у вас забирает. Или там у кого-то там таван появился, он не могут платить. Звонит жена, приезжай, меня сейчас куда-нибудь загонит, короче, начальник, общаки, положенцы, ломает жизни, короче, вместо меня расплачивайся. Был же такой же случай. Позвал жену, короче, с общаком там, погуляйте, свиданки. И она их убила, короче, этих положенцев общака. Убили и ее посадили в тюрьму. За что? За то, что не дал изнасиловать себя. Вот такие дебили, понимаешь, государство одобряет всякий мерзкий образ жизни для своих граждан. А вы не должен поддаваться. Почему правительство на вас деньги делает? А куда это все деньги идет? На часу в карман идет все. Поэтому все барыги, все мерзости, взяточники, коррупционная система Азербайджана, вот оттуда еще подачки нефть. Раньше как было? Всю подачки Дагестану, нефть турбами. Все оттуда питались. И клановые системы создавали в Дагестане. Типа все смотрели на сторону Азербайджана. Как сегодня Абдулатипов уже служит там, короче. Абдулатипов, ладно, обиделся за то, что его родственники какого-то полицейского посадили в тюрьму, короче, за взятки. Он обиделся, и из-за этого он решил помогать Азербайджану отомстить против России. У него такой функция работы сегодняшний день. Поэтому бывает, лес без шакала тоже не бывает. Поэтому в Азербайджан это, прежде чем говорит на мою сторону, что я провокатор, я там призываю. Я призываю, потому что я хочу, наши кавказские все народы делал прочно свои родственные связи. Они жили, как вы там живете. Вы хотите, чтобы в Дагестане тоже в трусах, плавках песни пели женщины, как у вас поет там оттяжки. Понимаешь, русалочки у вас там появляются, короче, какие-то из Каспийского моря уходят, у вас песни поет, и все вы зомбированы. А тут говорят, армяне наши враги, 30-40 лет про армяне там зомбировал народ, а потом, короче, эй, Пакистан, давай, иди сюда, эй, Турция, иди сюда, эй, лезгины, давай, торпеду всех, короче. А потом, ура, мы победили. Эрдоган говорит, мы победили. А Ильхам Алиев говорит, мы победили. Это не поняли, кто победил там, понимаешь? Поэтому это не победа. Победа будет за нами, за лезгинами. Не за Азербайджаном, а за лезгинами.
Это один маленький мизер лезгины вы использовал просто против армян. А теперь, а когда весь народ Лезгистана встанет, что вы будете делать? Сразу бросьте все, убежите. Понимаешь? Такой тоже могут быть. Поэтому лучше размышляй 100 раз правильный путь, как выбрать себя, прежде чем что-то говорить против нашего народа. Вы сегодня нам запрещаете вот это все, национальный интерес нашего народа, хоть мы являемся лезгинами. Завтра Дагестан приведет, захватите, вы всем народам запретите. Понимаешь? Поэтому ни один народ Кавказа не будет вас, не хотят видеть вас в Кавказе как республика. Понимаешь? Лучше мы с Россией поживем, оставь нас спокойно. Потому что чем больше дом, шире дом, нам это лучше. 20-30 миллионов мусульман для нас и России тоже есть. Но с одной точки зрения у России есть, Госдума не решил, жизнь мусульман России не создана, законы. Но для этого должен некоторые мусульмане подняться в Думу и там поднять все, что касается 5 столпов ислама, как жить там в России. Потому что нам нужен беспроцентные банки в России, мусульманские банки. Но для этого мы должны создать себе жизнь. А в Госдуме пока это условие у нас не создано, потому что закат, столб заката должен, это все создано внутри Российской Федерации. Но я думаю, в дальнейшем у нас это тоже будет. Мы это 9 миллионов Азербайджан присоединим полностью сюда и будем жить в мире. Но там Ильхам Алиев не должен, потому что он лишний, он курд, пускай идет в Курдистан и там командует. Он не должен к власти прийти на Кавказе, за Кавказом. Он не азербайджанец. Поэтому эта Азербайджанская республика строили евреи в свое время. Ни один азербайджанец у власти никогда не находился, кроме Аяз Муталибова. Поэтому горе вам, дорогие мои соседи. Лучше пусть рассказывают, как они убили Бахтияра, других всех. Вы же помните, Гайдар, если я мусор подмел, всех закрыл в тюрьму, я обратно этот мусор не открываю. Вот сегодня у вас сколько по жизни сидят ребята, мучаются, их всех считают мусором. А где вы, достойные ребята? Как вы говорите против меня? Даже бери, люди Ревшан Джавадова до сих пор сидят по жизни. Амир Аслан казахский, Даянат Сумгаитский, все ОМОНы, некоторые ОМОН, многие сидят. Почему? Сами использовали, а эти люди сидят. За что сидят? За то, что они поверили своим лидерам. Поэтому Азербайджанская республика все, что делает, это зло. А депутаты после работы вечерам все едут, там целые улицы есть, геи, туда едет, что их снимают, сажают, катают по городу, им, с ними там тыры-пыры, короче, кафе ходить. Из мечети тоже там кафе сделал для них, короче, все туда идет сейчас. А потом говорят, мы мусульмане, бессовестные. Поэтому азербайджанский народ, армянский народ для вас не враги. Могут быть Ильхам Алиев ваш враг, Пашинян ваш враг, но армянский народ для вас не враги.
И для армянов азербайджанский народ тоже не враги. Вас просто вот так, как петухи дерутся, вот так стравливает. На вас деньги делает, на ваших детей деньги делает. Не верьте этим дуракам. Понимаешь? Вы же не петухи, чтобы вас дразнить, вы дрались, на вас деньги кто-то делает. Поэтому Арцах, весь Кавказ, это все ваши. Живите где хотите. А то, что на вас деньги будет, Азербайджан, Азербайджан. Сейчас Пашинян появился. Тоже, не знаю, политика ведет Эрдогана там, короче, или американские политики за Кавказе. Опять вас хотят, вот скоро войну готовится, они опять хотят войну делать. Тайны сейчас в кусарских территориях они собирают, кто могут воевать там, Лезгину, на передовую, короче. Лезгинский народ, обращаясь к вам, как имам Лезгистана, у нас нет врагей. У нас армяне не враги. У нас Азербайджане народ, который живут, не наши враги они. Только правительство Азербайджан наши враги, потому что они убивают лезгин, расстреливают лезгин в тюрьмах Азербайджана. Они наши враги за то, что они запрещают нам наш родной язык, радио, телевидение, газеты. Все, что относится к национальности лезгинского народа. Вот наши враги. Мы не должны воевать против армян, мы должны воевать против наших врагов, кто нам запрещает наш родной язык. Понимаешь? В этих словах я разумно вам объясняю, что правда, что ложь. Азербайджанский народ сами находятся в тоске. Они не могут даже через границы спокойно приехать, Дербент купить, уехать фурами, лес там, продукты, овощи, фрукты, все. Их тоже грабят. Понимаешь? Вот. Поэтому нам не дает жить. Кто не дает? Ильхам Алиев и его банда. Его банда, все эти министера, этот турецкий Эрдоган войска загнал, как будто на ваши шкуры сейчас их тоже кормит, короче. Понимаешь? Вот это все у вас отняли. Нам не нужно этих дармоедов, этих военных, короче. На земле они не должны, эти дармоеды там, вашими деньгами кормить их. Пускай лопату возьмет, пусть идет, работает в огородах. Везде сажает помидоры, хияри, все, короче. Пусть работает эта армия там. Пусть кормит сами себя, короче. Понимаешь, на шкуре народа сидит, вас грабит, это нехорошо. Вот я вас поддерживаю. И сколько у вас сидят в тюрьмах политзаключенные. Адвокат Зайналов до сих пор бедные сидят там, короче. За что их посадили? А что, они враги ваши, что ли? Они же интерес народа защищали. Я тоже работал в Комитете права человека в России. Понимаешь? Я тоже пошел против дагестанских, потому что вижу Дербента на свалке, на мусорке коровы, там все кушают, бумаги, все, что там бросают туда. Столько за администрацией, Даг Огни там, короче, город Огни, за администрацией там целый мусора, воняет, все. Даже администрация города не смотрит за чистотой, за порядками. Бардак. Почему это за бардак, за этим бардаком они не очищают, не смотрят? Потому что у них только грабит в субсидиях деньги, не дать жизнь народу, понимаешь? Такое тоже творится в наших районах, везде. Вот это из Азербайджана тоже такое творится. Это все из Азербайджана создано в Южном Дагестане, в Северном Дагестане. Это все халатный образ жизни, постоянно, все время
Россия из бюджета что посылает туда, все грабит. А сегодня, когда Сергей Меликов стал там, они не могут грабить. Кислород закрыли всем. А теперь все злые на Сергея Меликова. Но его надо скинуть, его надо убрать, его надо уничтожить оттуда. Понимаешь? Только, я думаю, понимаешь, это я сторонник народа, а я не сторонник этих азербайджанских правителей. Я мог бы, у азербайджанской власти, меня, если я хотел бы, мне миллиарды дал бы. Но я не хочу. Лучше я буду жить с вами, и мне достаточно, что у меня желудок заходит. Остальное не мое, короче. Все принадлежит Аллаху. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, не ошибайся. Против меня не идите. Кто против меня идет, тот против Аллаха идет. Почему? Потому что вы сперва, прежде чем что-то хочешь извещивать, я прав, не прав, смотри, альхамали его. И его карман смотри, и свой карман смотри. И на мой карман смотри. У меня ничего нет, чтобы вам дать. Много вы ложь гоните. Ваше правительство, это дебили, каждый раз говорят, армяне его деньги дают. Мне выезд в Армению запрещено. Меня армянский государство, я также Азербайджан не могу приехать, и также Армении не могу приехать. Я враг номер один для Пашиняна тоже. Но в первую очередь я их обоих скинул бы. И Ильхам Алиеву скинул бы с должности, и Пашиняна скинул бы, и свободу вам всем принес бы. Как в Советском Союзе вы жили, вот так вы жили бы по всему Россию, Кавказу, везде. Понимаешь? Это те люди, только жадные, коварные, могут создать переграды, мучить народ, кровь пить народа. Мы не дети Адам, мы должны свободно ходить. У нас границы – это реки, океаны, моря только. Между нами Аллах поставил. А остальные – это границы, которые они создают. А это для их выгода. Понимаешь? В России с одного конца, другой конец 7 суток на поезде можно ехать. А в Азербайджане вообще тесно жить. Как вы там живете, блин? Как вы там дышите? Почему у вас скоро и воздух отнимет? Потому что вам тесно там, заработать нету, жить нету. Вас в капкане держит, как пленные. Вот такое положение Азербайджан создал на границах. А если откроются эти границы, считай, что вы в России под ногами ваши, везде вы будете ходить, торговаться, жить, купить, продавать, понимаешь? Для вас большой шанс есть. А Ильхам Алиев не дает вам. И все структуры, системы вас держат в плену, чтобы на вашей шкуре жить, черные дела делать. Понимаешь? Я ваш сторонник. Это знал даже многие. Я даже не хочу имена называть тех людей, которые, если я их назову, сразу ваши спецслужбы их будут закрывать. Скажут, они со мной связаны. Я слышал, Азербайджан даже в Украину поехал заказать меня, чтобы меня убили. В Сирию поехал заказать меня, убить меня. Госбезопасность Азербайджана. Так сильно они стараются, чтобы меня убрать, убить, чтобы я вас на правильный путь не поставил. Понимаешь? 9 миллионов вас, а вы боитесь от этих правительств. Что вы боитесь? Берите даже в 1996 году я против Гайдара приехал прямо в Баку. Обширон гостиниц, 3 этажа взял. Мои ребята спали, жили 3-4 дня там. Требовал освободить всех, кого он задержал там, сгинул, всех, короче. И у нас был большой скандал. Я же не боялся, я приехал,
решил там жестко. И Нами Кабасов, министр национальной безопасности. 3 дня он умолял покинуть территорию, я даже не хотел уходить. В тройной кольце я находился у вас, я не боялся. Я говорю, ну хочешь, давай, короче, начинай. А что нам бояться? Понимаешь, человек один раз живет, один раз умирает. Но смерть должен быть достойным, а не такой, там, кирпич упал, умер. Или в тюрьму посадил вас, там в тюрьме вас долбит это. Постоянно бьют, издеваются, как ишаков бьют. Вот ваши тюрьмы. Кушать не дает, мучает. Только наркотики дает, деньги зарабатывает тюрьма. Бессовестная. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала всемогущему Аллаху. Я искренне говорю, все лезгины, которые живут на территории Азербайджана, искусственного Азербайджана, они не должны участвовать в войне. И все лезгинизированные народы, это не наша война. Не идите. Азербайджан проиграет все равно рано или поздно. Потому что у этого государства корень нету. Если у него был бы корень, он прочно сидел бы, он не занимался этим глупыми делами. Гайдар Алиев говорит, Карабах не наш, Азербайджан говорит, Ильхам Алиев говорит, Карабах наш, Дербент наш, все наше, Россия наша. И Кремль строил, все. Короче, больные люди все в правительстве Азербайджана, не знаю, 30-40 лет зомбировал все. И настроили против Дербента, против Аллаха, против всех народностей. Сегодня они говорят, грузины наши братья говорят. Если грузины поднимут вопрос там, на своем территории Азербайджана, они сразу враги будут. Понимаешь, Азербайджан себя не зная, ведут политику дурацкую. Потому что у них хозяин из Израиля командует. Азербайджан, стой ровно. Что я говорю, то будешь ты делать. Азербайджан говорит, есть, так точно. Ты пойдешь, Иран будешь стрелять. Понял? Есть. Сейчас хочет мутить против Ирана. Азербайджан, маленький Азербайджан, хочет уничтожить Иран. Политика. Не зря же говорил пророк, малые народы будут выиграть на большой народ перед судный день. Ну, мы тоже сгинем малый народ. Мы себя покажем, иншаллах. Поэтому, дорогие мои братья, лезгины, будьте достойными на пути Аллаха. И садвал единство нашего народа, только, иншаллах, вашей вере будет. Держитесь крепче за Аллаха, на пути Аллаха выходите достойно, как острые кинжалы. Не бойся ваших врагов. Тот, кто боится от кого-то, он не может быть лезгином. Вы все должны, как острые кинжалы. Поэтому, если вы достойны сыновья своих предков, выходите из мрака, стойте рядами со мной на пути Аллаха. Я вас буду вести на правильном пути. Смерть ваша – это удовольствие, вы в раю получите. В этом жизни, это дунья, в которой мы живем, она хоть под ногти не стоит, но в нем много зла. Это зло не должно существовать между землей и небесами. Зло должен, видишь, сегодня НАТО, Америка, что делает против России? Хотят под себя, но Россия говорит, пошли вы к черту, не хочу подчиняться. Вот Путин ведут правильную войну.
Путин не стал на колени перед Европой, перед Америкой, перед НАТО. Он достойно ведет, как мужик, как воин. И мы должны, Кавказ, весь Кавказ, как достойные, благодарные, поддержать достойного, у кого есть воинственный дух человека. Нельзя врага, его сердцу надо смотреть, оценить, короче. Понимаешь? Мы вижу, Азербайджан сегодня английский флаг, завтра израильский флаг, потом американский флаг, натовский флаг. Они сами себя не знают. А Россия говорит, нет, я под этой солнцем имею право жить. Понимаешь? Он стоит против всех стран, как достойные войны. Понимаешь? Мы же должен это видеть, поддержать. Почему? Потому что не в том смысле они христиане, мы мусульмане. Наоборот, мусульмане должны. Когда два община между собой воюют, третья община должен успокаивать. Но Америка, НАТО не хочет. Они хотят уничтожить славянские народы. А после славянских народов Кавказа начнутся народ на народ уничтожать. Зачем нам это нужно? Кто-то нас как баранов использовали. Вот Ильхам Алиев политик такой. Сегодня они скажут, лезгинские земли это наши, а потом скажут, аварские земли это наши, чеченские земли наши. Ваш поезд проехал. Потому что, когда вам я заранее говорю, не зря говорит Эрдоган, 23 года России это наши земли. Кавказ тоже наши, говорит Эрдоган. А почему тогда наши предки воевали с османами? Почему наши предки воевали с сельджуками, со всеми иранцами, со всеми? А что тогда не было их территории, их уничтожили? Сегодня их никак стали. Поэтому, если мы от России отойдем, понимаешь, нас хотят под себя Турцию делать, Иран делать, понимаешь, нам не нужен. Почему политика бери даже Хаджи Даута? Он царем хотел мир создать. Ну, хоть они христиане, по Корану мы имеем право. Я имею право с Россией любые договора делать. По шариату, если это не вредит мою религию. Почему вы не верите в эту книгу Аллаха, которая в руке? Многие верующие убежали против России разговаривать оттуда. Ну, и какой толк? Вы же поддерживаете Запад, Европу, Израиль, всех стран против России. Зачем вам это? Итак, Россия слабая, да. Если многие страны объединились против России, вы, наоборот, должен Россию поддержать. Нам сказано, слабого поддержите. Почему? Берите те во времена 41-45 годы война шла, наши деды воевали, защищали эти земли. А сегодня их сыновья у власти в Германии, везде, короче. Вот эти эсэсовцы, все эти фашисты пришли воевать, сейчас они хотят обратно вот эту войну делать, уничтожить Россию. А тогда почему наши дедушки воевали против них, начиная с 41-го, 45-й? Лично мой дед не вернулся с войны. Это честь. Он пролил кровь на этой земле. А зачем сегодня эти земли должен под ногами у них находиться? Поэтому мы должны разумно подходить. Не в том смысле, если они против нашей веры, это другое дело. Но здесь все равно рано-поздно мусульмане, христиане объединится Россия.
это сказано пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, объединиться и начнутся против тагутских законов войну. А тагутский закон – это первый, это азербайджанский правительство, это тагутский закон. Там нету ни шариата, ни Корана, ни сунны, ничего. Там есть Ильхам Алиев выгода и мини-юбка его жены, короче, на голову этого народа. И все. И музыканты, и певцы, геи, все, разврат там. Поэтому размышляйте, прежде чем что-то говорить. Да поможет нам Аллах, всемогущий во всех делах праведный. Аллахумма амин. Я вам открою на следующем выступлении духовную часть тайны во имя Аллаха, чтобы у вас вера была вплотную, чтобы вы крепились на пути Аллаха. Да поможет вам Аллах, пусть Аллах сделает мир, благословенный в ваши дома, в вашей жизни. Дай Аллах, чтобы в ахирате, в раю, все община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, получили награду рай. И все люди, кто верит, служит Аллаху и всемогущему, всезнающему. Мир вам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры.